В эфире новости, в студии Марферина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных темах к этому часу. Проект «Вторник. День здоровья» в Верхневилюйском улусе проводится 5-й месяц. О том, какие мероприятия проводятся сегодня. С 1 января этого года вступили в силу новые правила оказания амбулаторной онкологической помощи. Подробнее о нововведениях. Борцы из 8 стран мира станут участниками турнира «Хангалас Хапсагая» в Якутске. Об уникальных призах и организации. Глава Якутии встретился с главой Чурапчинского улуса Степаном Саргдаевым. В первую очередь обсудили вопросы подготовки и организации мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, в этом году в Якутске в Парке Победы будет установлен памятник легендарному артиллеристу, уроженцу Чурапчинского улуса Гаврилу Дмитриевичу Протодьяконову. В 27 году исполнится 85 лет Чурапчинского переселения, одной из самых трагических страниц в истории Якутии. Степан Анатольевич доложил о социально-экономическом положении района и о планах на текущий год. Также были рассмотрены вопросы развития сельского хозяйства. С главой республики Сеном Сергеевичем Николаевым мы обсудили ряд вопросов. Это, во-первых, конечно, мы Чурапчинский улус сельскохозяйственный улус, поэтому именно обсудили вопрос по новому закону Республики Саха-Якутия, как сегодня мы приняли, какие меры, как будем поддержать сельское хозяйство. Как вы знаете, 14 полномочий полностью передали со всеми финансовыми обеспечениями муниципальным районам. Служба занятости продолжает работу по трудоустройству, особое внимание уделяя участникам спецопераций и их семьям. Работа ведется совместно с министерствами. Сотрудники службы находят наиболее подходящие трудовые места с учетом потребностей граждан. Кроме того, центрами занятости по всей республике регулярно проводится ярмарка трудоустройства, консультирование и оказание психологической поддержки. По итогам прошедшего года трудоустроено порядка 900 участников СВО и членов их семей. Всего проведено 5 масштабных республиканских ярмарок вакансий и 16 мини-ярмарок вакансий для участников СВО, в котором приняли участие 303 участника и 343 члена их семей. Приняли участие свыше 520 работодателей. Приказом Госкомитета занятости Якутии установлена квота для трудоустройства участников СВО и членов семей в 446 организациях на 802 рабочих места. С 1 января этого года отделения амбулаторной онкологической помощи районных, центральных и городских больниц перешли под непосредственное управление Якутского республиканского онкодиспансера. Что изменилось, узнавала Вероника Таюрская. В 2019 году в рамках национального проекта здравоохранения были открыты центры амбулаторной и онкологической помощи. Они работали на базе центральных районных больниц и городских поликлиник и подчинялись непосредственно учреждениям здравоохранения. С 1 января текущего года все отделения стали называться филиалами Центра амбулаторной онкологической помощи и отныне подчиняются Якутскому республиканскому онкологическому диспансеру. Данная тенденция, она у нас распространена по всей стране. Цель, конечно же, самое главное, это минимизировать сроки обследования пациентов с подозрением на злокачественное образование, да, максимально сократить сроки лечения до заболевания. Централизованная закупка лекарственных препаратов, она приведет к бесперебойному обеспечению лекарственных препаратов в наших филиалах ЦАУП. В филиалах Центра амбулаторной и онкологической помощи пациенты могут получить лекарственную и иммунную терапию, химию и таргетную терапию. При необходимости пациенты по направлению будут отправлены в сам Якутский онкодиспансер. К чему мы стремимся, конечно же, это все понятно, да, это улучшение, в первую очередь, диагностики. Диагностические мероприятия будут происходить в основном в условиях нашего онкологического центра нового, да, где имеются все возможности выявлять именно на ранних стадиях. Это мощная аппаратура, МРТ, КТ-аппаратура, УЗИ-исследования. Эндоскопический центр у нас с этого года начал работать. Это все обследование будет производиться происходить на базе онкологического диспансера. На сегодняшний день в Якутии насчитывается 14 районных и 4 городских филиалов Центра амбулаторной и онкологической помощи Якутского онкодиспансера.
способные выявить злокачественные образования на ранней стадии и продлить тем самым жизнь пациентам. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. Перед началом Нового года Амгинская ЦРБ приобрела новое медицинское оборудование. Так, по национальному проекту модернизации первичного звена здравоохранения приобретен современный ИВЛ-аппарат на общую сумму 6 миллионов 500 тысяч рублей. Аппарат ИВЛ предназначен для новорожденных и детей весом до 20 килограмм, включая пациентов с экстремально низкой массой тела. Аппарат оснащен портативным кислородным аппаратом и с режимом регулирования давления, что позволяет медицинским специалистам оперативно отслеживать параметры дыхания и общего состояния. Наш аппарат, который был, он уже послужил 20 с лишним лет. Поэтому очень рады. И вся наша палата интенсивной терапии новорожденных вся полностью обеспечена тогда современным оборудованием. Сейчас мы можем оказать, только надо очень грамотно работать с аппаратами, вести. Для этого есть у нас специалисты, хорошие профессиональные анестезиологи и, конечно, наши неонатальные медсестры. Мы должны быть готовы к этому оказанию медицинской экстренной помощи новорожденным. Проект «Вторник. День здоровья» в Верхневилюйском Улусе начали в сентябре прошлого года. Он предполагает реализацию комплекса тематических мероприятий по формированию здорового образа жизни. Важным этапом организации еженедельных мероприятий является привлечение специалистов и волонтеров, готовых делиться своими знаниями и опытом в выбранных тематиках. Это могут быть врачи, тренеры, учителя физкультуры, общественники, местные старожилы, психологи и другие специалисты. Сегодня, к примеру, в библиотеке проводится гимнастика для суставов. Каждый житель нашего района, независимо от места жительства, независимо от возраста, получает возможность найти свой индивидуальный путь к здоровому образу жизни. В этот день во всех настигах района, в детских учреждениях, администрациях, библиотеках, в культурных центрах проводятся самые разнообразные мероприятия. Лекции, спортивные конкурсы, утренние зарядки, фитнес-часы, медитации, встречи с психологами и медиауроки. Верим, что мы не только по вторникам будем заботиться о своем здоровье, но и сделаем это своей привычкой. Стратегическую сессию по разработке годового плана мероприятий провели в Якутске. Мероприятия посвятили Году защитника Родины в республике. Его участниками стали свыше 50 представителей министерств, ведомственных и общественных организаций региона. В том числе и вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина. Так, зампред поставил задачу скоординировать действия специалистов и выработать единую политику по патриотическому воспитанию, поскольку сегодня разрозненность институтов в решении данного вопроса не приносит ощутимого результата. Создание ресурсного центра по патриотическому воспитанию при Министерстве молодежи также подкрепляется федеральным законом, в который было о государственной молодежной политике, в который было внесено изменение буквально в декабре 2024 года, по которому столпами молодежной политики в стране являются 3 базовых направления: патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание молодежи и психологическое воспитание молодежи. Поэтому сегодня мы работаем в стратегической сессии для выработки этих позиций. С наступившим годом в Усть-Алданском Улусе начал работу комплексный центр социальной защиты населения. Учреждение образовалось путем объединения реабилитационного центра несовершеннолетних детей и управления социальной защиты населения. Функционал учреждения очень широкий, начиная от назначения мер социальной поддержки до предоставления социальных услуг. Помимо всего, в центре работает онкоагентство субсидий. Нововведение центра является работа микрореабилитационного центра. Для этих целей мы выиграли грант Гордеев, фонда Гордеевой, обучили наших специалистов, то есть они прошли стажировку в городе Кемерово и подписано соглашение с Центральной районной больницей для предоставления этих услуг. В Намском Улусе прошел ежегодный новогодний праздник «Инклю Новый год» для детей с ОВЗ. Праздник организован благотворительным фондом «Лебедь» и местным отделением движения первых. В Улусе насчитывается более 400 детей с ограниченным здоровьем и около 200 детей с инвалидностью. Основная цель фонда – это посвящение родителей, проведение досуговых и оздоровительных мероприятий. В этом году мы планируем планомерно провести такие инклю-дни
Это инклюзивные дни, когда все дети, независимо от возраста, от диагноза, от каких-то ограничений по состоянию здоровья, могут посетить наши мероприятия. И они все получат внимание, нашу поддержку и получат наши призы, ценные подарки и получат адаптацию, социализацию в наше общество. Популярным местом посещения в Аймяконском районе во время новогодних каникул стала резиденция Чисхана, повелителя холода. Как сообщила директор Тамтурского краеведческого музея Айталина Иванова, более 100 туристов из разных регионов России и зарубежья посетили резиденцию, расположенную внутри горы Эбе-Хая. Гостей впечатляют природные тематические залы, один из которых посвящен ледниковому периоду Аймяконья. Представлены ископаемые артефакты, такие как рога бизона, черепа шерстистого носорога, лошади и пещерного медведя, а также голова мамонта. У вас тут вообще красота. Мне понравилось больше, чем в Якутске. И, мне кажется, увидеть это вообще редчайший случай, редчайшая удача здесь оказаться. Вот меня редко чем удивишь, потому что мне все нормально. А это вот пещера прям реально атмосферное место. Здесь нужно бесконечно радоваться. Радоваться Господу, что Он создал такую красоту. Что-то невероятная красота. Неземная. Какое-то нереальное место вечной мерзлоты, в красоту, в магию, волшебство. Якутская киноиндустрия достигла исторического максимума в 2024 году, собрав рекордные 157 миллионов рублей. Этот успех стал значимым событием для республики, подтверждающим растущую популярность местного кинематографа. В этом году зрители ждут новые захватывающие проекты, среди которых ожидаются фильмы «Кончится лето», «Алдан», «Меня зовут Любовь» и «Спидстар». Кроме того, в Якутии активно развивается анимация. Производство мультфильмов увеличилось в 1,5 раза. А на детском телеканале «Току» транслируются проекты на родных языках. Борцы из 8 стран мира станут участниками турнира «Хангалас Хапсагая» в Якутске. Абсолютные чемпионы в категориях до и свыше 75 килограммов станут обладателями 500 тысяч рублей. Турнир второй год подряд проведут на международном уровне. Он состоится 1 и 2 февраля в спорткомплексе «Триумф». Призовой фонд соревнования оставит 6 миллионов рублей. Ожидается и борьба среди ветеранов старше 40 лет. Помимо денежных вознаграждений, абсолютным чемпионам вручат пояс победителя и медали с бриллиантами. В прошлом году абсолютными чемпионами становились Тимур Николаев из Якутии и Балдан Цижипов из Бурятии. К этому часу это все актуальные информация. Встретимся в эфире.